Передача «Я сама» – это история об успешных женщинах Чеченской Республики, которые добились высоких достижений в различных сферах. В этом выпуске мы погрузимся в мир риэлторской деятельности, узнаем о том, как преодолеть препятствия на пути к своей мечте и построить блестящую карьеру. Давай. Анит, с чего началась ваша карьера и что вдохновило вас на работу в сфере недвижимости? Слушай, не было так, что вот я проснулась и ко мне пришло озарение, что вот я хочу быть там агентом по недвижимости. Вообще нет. То есть у меня на самом деле была такая примитивная ситуация, я работала совсем в другой отрасли, то есть все было связано с одеждой, с модой, и в какой-то момент у меня заканчивается контракт, я сижу и думаю, что вот я хочу что-то совсем другое, совсем другую отрасль. Кто такой брокер, там, агент по недвижимости, я вообще не знала. Я просто натыкаюсь на вакансию, что в какое-то агентство требуется брокер. Думаю, ну попробую. В общем, я прихожу туда, и первый месяц мной обладало только одно желание, это просто все оставить. Мне казалось, что это не моя ниша, но позже это затягивает. Вот так вот и случилось такое, что я стала в итоге агентом. Анит, с какими трудностями вы сталкивались на своем профессиональном пути и как находили в себе силы для их преодоления? Самая большая сложность – это, конечно же, люди. Агент по недвижимости – это человек, который полностью работает с людьми. То есть люди, конечно, бывают разные, люди бывают сложные. Тебе кажется, что ты уже профессионал, и ты можешь найти подход к любому человеку, но на самом деле нет. То есть случается такое, что самая сложность, когда человек не знает, что он хочет. Он приходит к тебе, но понимания того, что бы он хотел, у него нет. И уже тут, конечно, вступает как раз-таки профессионализм. То есть если у тебя есть опыт, ты уже берешь все в свои руки и пытаешься человеку подобрать то, что, на твой взгляд, ему больше подойдет. Поначалу, когда ты только становишься агентом по недвижимости, это, наверное, самая большая сложность. Что бы вы посоветовали людям, которые в ближайшее время хотят приобрести квартиру? Лучшее, что я сейчас могу пожелать, и там те, кто сейчас будут это смотреть, хочу сказать одно, что нельзя терять времени, потому что сейчас запускаются шикарные проекты, они уже подходят к своему заключению, их на самом деле осталось мало, и я советую не терять времени. То есть если у вас вообще зародилась идея приобрести для себя недвижимость, то нужно уже обращаться к агенту и не пытаться самому выбрать. То есть это когда ты не разбираешься в какой-то нише, это бывает сложно. Не просто так есть мы на самом деле помогаем. То есть мы работаем от застройщиков, мы знаем, какой проект и что из себя представляет, и мы, в принципе, хотим помочь. Поэтому желаю только одного — не терять времени и заниматься поиском сейчас. А вот насколько важна для агента по недвижимости его репутация и что может подорвать доверие клиентов? Слушай, самое важное для агента по недвижимости – это репутация. То есть, когда ты только вступаешь на этот путь, тебе кажется, что мне море по колено, столько домов, буду продавать все. На самом деле в этом и есть самая большая ошибка, потому что перед тем, как вступить на этот путь, нужно изучить рынок. Многим кажется, вот, там, раз Анита смогла, там, я тоже смогу, чем я хуже, да, я также там умею представлять и так далее. Но на самом деле здесь немножко другая ситуация. Нужно изучать рынок. Нужно изучать застройщиков, дома, потому что первое время ты будешь продавать, поверишь в себя, тебе будет казаться, что ты лучший из лучших, а потом та самая репутация может сыграть с тобой плохую шутку, потому что застройщики есть разные, даже у нас в Грозном есть те, там, у кого репутация не очень, ты, продавая там, рушишь ее себе. Поэтому считаю, что репутация очень важна для агента. А вот какие проекты в сфере недвижимости в нашей республике вы считаете наиболее перспективными на ближайшее время? Это я даже хочу не то, что сказать, а показать. Я думаю, везде как бы об этом кричат, говорят просто все. И это неспроста. Это город в городе, это новый проспект Путина. И это на самом деле очень крутой проект. Вот он, то есть вот памятник 3 героям, и вот от него идет продолжение нашего проспекта.
это новая инфраструктура, это абсолютно все новое, это усовершенствованное. То есть тут на самом деле это шикарное новое место, куда стоит вкладывать. То есть это новый проспект однозначно. То есть это центр, в центре новые дома, новый уровень, шикарные застройщики. Вот эти вот дома такой необычной форме, это 10-этажки, дубайские дома. Они полностью созданы по прототипу домов, которые в Дубае, то есть на Пальме Джумейра. То есть это вот эти вот дома по первой линии, их очень все полюбили. А тут уже закончился, то есть старт, то есть дома запустили. И также мы на это внимание не обращаем, но вот здесь, вот по второй линии у нас будет бульвар Путина, как наш бульвар Эсенбаева, то есть это будет такой же бульвар. И вот здесь расположатся дома высотки, но, например, одна из моих любимых высоток, это, конечно же, вот этот вот дом, это у нас ЖК Элизиум, это первые ЖК со своими террасами, то есть там есть трехкомнатные квартиры со своими террасами. То есть люди, которые не хотят себя обременять домом и так далее, да, потому что это постоянный уход. А шикарно приобрести квартиру с террасой, это, во-первых, дешевле, во-вторых, ты можешь закрыть квартиру на ключ и уехать, при этом у тебя под 100 квадратов своя терраса, ты ее можешь там облагородить, ну, все, что своей душе угодно сделать. И плюс это дома бизнес-класса, то есть это тоже плюс. Тут домов много, например, вот эти вот дома, это самые видные дома, они первые были, это Квартет, может, вы слышали, МФК Квартет. Если мы проезжаем по Старопромысловскому шоссе, с левой стороны их уже поднимают, уже третьи этажи, дома необычной формы, это первые дома, то есть это, конечно же, визитная карточка данного проспекта. То есть домов много классных, особенно вот первая, вторая линия, это такие самые красивые дома, очень интересные у них архитектурные решения, то есть на них можно сделать акцент. А представим такую ситуацию. Я сейчас хочу стать риэлтором, и что мне для этого нужно, какие ресурсы изучить, какие книги, возможно, мне нужно пройти какие-то курсы, и вот какие базовые знания вы бы мне порекомендовали изучить? Если ты хочешь стать агентом, в первую очередь нужно изучить все, то есть застройщиков, улицы, хорошие, достойные проекты, планировки, сколько ошибок бывает с тем, когда человек не знает. Вот, допустим, подай, пожалуйста, вот эту следующую карту, вот эту вот. То есть есть такие нюансы, например, квартиры, которые можно объединить, которые нет. Честно и даже стыдно говорить, но тут можно объединить вот только квартира. Но люди, которые вступали на этот путь, не до конца изучив, они продавали квартиры рядом, допустим, 65 квадратов и 50, говоря о том, что их можно объединить. Нельзя. То есть тут все стены несущие, то есть их нельзя сносить. Я советую в первую очередь начать изучать, чтобы было желание, то есть мучай, спрашивай у всех, у людей, которые в этой сфере давно. Это самое важное. Тебе нужен опыт, а опыт ты можешь получить у людей, которые в этой сфере давно. Спрашивать, изучать застройщиков, их проекты, дома. То есть это, если честно, все будет зависеть полностью от тебя и от твоего желания. Если оно есть, то, в принципе, здесь нет ничего сложного. Также ты можешь себе помочь литературой. Например, вот, это самая примитивная книга, которая может быть, это «Как продать что угодно и кому угодно» Джо Джерард. То есть это такая вот, знаешь, вот мы об этом знаем, но забываем. То есть здесь так все примитивно, то есть, можешь себе помогать с помощью литературы, а так, честно, просто твое желание. Если оно есть, то есть, если ты так будешь стараться, будешь более настырной, то есть, все у тебя получится. А помимо риэлторской деятельности, вы также являетесь владельцем дизайн-студии «Мария». Можете рассказать об ее основных преимуществах, особенностях? Смотри, Мария, она на рынке давно, с 99-го года, то есть она уже заслужила доверие вот за многие годы, и мы здесь являемся дилерами. То есть Марии очень много, более 400 студий по России, она также есть в Казахстане, в ближайшее время будет в Дубае. То есть, в принципе, тут уже доверие, это качество, это гарантия, которая есть. То есть здесь есть гарантия на кухне. Это, наверное, и является главным преимуществом, это
качество. То есть поставил кухню, у нас как бывает, да, кухню ставим, ее не меняем. То есть здесь качество поставил, и можно забыть. То есть она долгие годы будет служить верой и правдой. А какая гарантия? Здесь гарантия 20 лет. А можете подробнее рассказать, например, об этой кухне? Да, это такая вот кухня, мне кажется, такая палочка-выручалочка. Это у нас микс. То есть тут плюс в том, что очень многие выбирают ее, вы не обращаете внимания, например, на именно этот цвет там и так далее. Тут можно абсолютно разное подобрать, как раз-таки, да, тут есть вот варианты. Плюс в том, что она очень хорошая по цене, она гибкая, то есть тут, в принципе, можно под ваш бюджет будет подобрать. А почему вы решили открыть данную студию? Я вообще сама с Саратова. И вот мы переехали сюда 2 года как. У меня мама решила в квартире сделать ремонт и поставить кухню. Это была не Мария, потому что ее здесь не было. Она заказала участника кухню, выбрала фасад. Я ей помогала в этом. Мне казалось, ну все, мам, мы сделали это, кухня будет шикарной. Первый ее запрос был: прошу, без желтизны, пускай она вот будет больше белая, нежели вот это желтое. Привозит, кухня меня нет, я отсутствую. Мама звонит в истерике: Анита, она желтая. Звонит человеку, который ее вот создавал. А он говорит: ну все, кухня готова, напилили, поставили, что вы хотите. Как бы все, он с себя полностью снял эту ответственность. И я знала, что у нас же у всех Мария, да, то есть Мария, она так, здесь вот одна студия, вот эта вот большая, в Саратове, в Москве, их очень много, то есть Мария, она всегда, вот знаешь, где-то мелькает. И, наверное, в этот момент, знаешь, родилась идея, что надо занимать эту нишу, и, конечно же, Марией. Такая история. Анит, как вы совмещаете личную жизнь и работу, и какие советы вы могли бы дать женщинам, которые хотят достичь успеха в своей сфере? Смотри, как я совмещаю, у меня всегда на первом месте семья. То есть семья, а потом все остальное. Просто у меня так сложилось, мне повезло, что моя семья только за, она меня поддерживает. Если бы все было бы не так, то есть если бы, например, там муж был бы против, я бы, конечно, не работала. То есть для меня первостепенно семья. То есть какая погода в доме, так и получается у меня работать. Мы более такие впечатлительные, эмоциональные, и нам важно, да, чтобы нас поддерживали, говорили, какие мы молодцы, как хорошо у нас получается, хвалили, как без этого. Поэтому семья на первом месте. Если все окей, можно идти дальше в карьеру. А женщинам я бы дала такой совет: быть собой, быть честной с самой собой и верить в себя, и в принципе все получится. Главное найти нишу, которую ты бы полюбила бы, в которой тебе было бы комфортно, не думать о деньгах. Вот первое время вообще о них не думать, просто стараться там, где ты есть, то есть то, что тебе нравится, пытаться там преуспеть. То есть вкладывать силы в это, быть честной, не обманывать себя, понимая, что это не твое, уходить и искать свою нишу. Потому что, по сути, мы бываем успешны там, где нам комфортно. Поэтому женщинам желаю этого. А вот вы сказали, уходить из какой-то ниши. Почему, по вашему мнению, некоторые женщины боятся оставить ту сферу деятельности, которая им не нравится? Во-первых, это неуверенность в себе. Они боятся, что вот сейчас я уйду, и где-то там, где мне было бы комфортно, я буду ненужной. Поэтому они вот там, где их приняли. Вот так бы я сказала. А по сути, вот я и говорю, поэтому надо верить в себя. То есть не думать, что ты чем-то хуже, есть те, кто лучше. Нет. То есть просто вера в себя дает какой-то результат. Люди, которые в себя верят, они вот и добиваются как раз-таки, согласись, успеха, не боятся. А у нас очень многие боятся менять что-то, поэтому такая ситуация бывает очень печальная у некоторых людей. Угу. У меня есть еще один к вам вопрос. Вот начинать с нуля что-либо, это же очень большой стресс для организма. И вот как с этим справиться? Какие бы вы рекомендации дали нашим зрителям? Смотри, какой бы ты ни был бы крутой, да, сколько бы лет ты ни работал, всегда новое место, будь то повышение или что-то, это такое, да, мандраж, тебе страшно. Как бы ты ни был уверен в себе, первое, что у тебя возникает: а вдруг я не справлюсь, а вдруг я опозорюсь и так далее. Нет. Просто, во-первых, это отпустить,
как суждено, так и будет. И для нас, женщин, это важна как раз-таки вот эта опора, то есть чтобы кто-то был рядом, кто тебе напоминал, какая ты молодец. У нас это так работает. Мне это всегда помогает. То есть я стараюсь не бояться. Вот у меня есть вот то, что мне нравится. Я там буду вот до последнего, то есть в этой нише. Поэтому просто желаю верить в себя, и все получится. Анит, а вот насколько важно, по вашему мнению, учитывать религию при ведении каких-либо дел? Вот как религия, ислам сказывается на ведении бизнеса или же вашей работе? Слушай, это твоя как раз-таки основная поддержка, опора. Любой вопрос всегда помогает, да, вот как бы ты делаешь дуа, и ты бываешь спокоен. Ты идешь по своему пути и понимаешь, что вот раз я иду, и у меня нет препятствий, значит, оно так и должно быть. Это первостепенно для всех, мужчин, женщин, не имеет значения. То есть, конечно же, это религия, оставлять рабочие дела и вовремя читать намаз, да, где бы ты ни был и так далее. У нас в Чечне это вообще шикарный регион, да, для тех, кто в исламе, потому что тут только за, то есть здесь везде есть там молильные комнаты и так далее. То есть это первостепенно, обязательно. Анит, я знаю, что вы активно ведете блог, в котором рассказываете про свою работу. А насколько, по вашему мнению, важно ведение аккаунтов в социальных сетях и как это помогает нам в нашей сфере деятельности? Мне стыдно сказать, потому что я не блогер, то есть у меня нет никакого там расписания и так далее. Когда что выставить, страницу веду чисто для души, веду ее давно, и ты знаешь, у меня там аудитория не такая большая, но это люди, с которыми у тебя схожи взгляды и так далее. Я выхожу, мне интересно чем-то делиться, тем, чем я занимаюсь, да. Людям, которые это смотрят, в принципе, тоже. У меня там вот этих хейтеров и так далее ничего нету. У меня это очень помогает. Как без этого? Вот мы, когда открывали Марию, в первую очередь мы думали о том, что нужно о себе сказать. Как бы это ни звучало, но лучшая площадка для рекламы на данный момент — это соцсети. Без этого никак. Вести нужно, даже если не постоянно, но нужно это поддерживать, поэтому свой и лично блог я веду для души. То есть у меня нет такого, что я к нему привязана, то есть вот надо выставить и так далее. Но мне это интересно, то есть делаю, потому что мне это интересно. Бизнесом советую, конечно же, в первую очередь это заходить на площадку и рассказывать о себе там, потому что это сейчас лучше этого на данный момент нет. Вот я знаю, среди моих знакомых есть очень много девушек, которые не решаются вести соцсети по каким-то определенным причинам. Вот что вы думаете на этот счет? И какую бы вы рекомендацию дали тем, кто только начинает ведение блога? Смотри, очень часто такое бывает, что девушки говорят: я не хочу себя показывать, а вот ты себя показываешь, поэтому тебе легко, а мне нет. Нет. То есть можно ведь себя не показывать. Очень смотришь эти всякие лайфхаки, вокруг столько красоты нас окружает, да? Ну покажи это, но расскажи об этом. То есть то, что видишь ты, например, не все видят, да, любая зацепка, это уже интересно, то есть вести блог, честно показывать, что тебя окружает и так далее, выбери себе нишу, возможно, ты хорошо разбираешься в одежде, я, например, в недвижимости, да, там, или просто ты там художник и так далее, показывай свой мир, не показывая себя, найдутся те, кому это интересно, то есть в первую очередь найти свою нишу, все и вести, даже если без лица, многие ведут даже без голоса, видела ведь, да, то есть сейчас вот эти вот всякие субтитры, да, и это так интересно, я лично подписана на такие блоги, где, ну, на самом деле завораживает, ты смотришь, ты не знаешь, кто это, но тебе просто в целом интересна его страница, и кто это даже, ну, особо не важно, да, ну, так интересно, да, то есть вот, люди умеют показывать, мы тоже можем, почему бы и нет. Анит, как вы относитесь к стереотипу о том, что женщина-мусульманка чаще всего домохозяйка, а не успешная леди? Я считаю, что этого стереотипа нет. Почему в наше время
женщины работают. То есть, а те, кто не работает, это их выбор. То есть сейчас домохозяйка — это тоже своего рода работа, да, то есть вот ты следишь за бытом, создаешь уют и так далее. Но мне кажется, что сейчас это выбор женщины. То есть очень многие не хотят работать, да, почему? Как бы я хочу, чтобы там меня обеспечивала семья, муж и так далее. Я хочу заниматься детьми, заниматься домом, бытом. Это чисто ее пожелание. Я считаю, что уже вот этого нет, что вот у нас вот именно мусульманка, она сидит дома, потому что ей не разрешают работать и так далее. Сейчас я считаю, что это выбор женщин. Кто хочет сидеть дома, они понимают, даже выходя замуж, согласись, сейчас все это проще, то есть ты уже на берегу понимаешь, да, то есть если ты понимаешь, что человек там против того, чтобы ты работала и так далее, и ты на это идешь, соглашаешься, значит, ты и сама этого хочешь, то есть ты не хочешь работать, ты хочешь быть дома, в семье. Мой выбор, например, работать, да, то есть моя семья за то, чтобы я работала, и дело там не в том, что там я пытаюсь заработать, нет, просто мне это нравится, это моя отдушина, я люблю работать, я всегда работала, я выходила замуж, и уже в тот момент как бы я знала, что я могу это делать, если бы я выходила и мне сказали нет, возможно, либо я бы не работала, либо искала бы другой путь. Это выбор женщины на данный момент, я думаю. Нет уже вот этого, что мусульманке нельзя. Анит, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Да, это было. Дерейска, мне очень понравилось. Вам тоже спасибо.